если Сталин в головах россиян не имеет никакого отношения к тому Сталину, который реально сидел в Кремле, который сейчас похоронен рядом с Кремлевской стеной, то что говорить, например, об образах Степана Бандеры, который тоже живет в головах россиян, активно туда внедряемый российским телевидением, российской пропагандой? Бандера совершенно имеет фантастический облик в российском этом политическом дискурсе. Значит, его сделали главным фашистом и главным убийцей, и совершенно как-то и масло сознания совершенно упускается, что всю войну Бандера сидел в тюрьме в немецком лагере. Был выпущен под самый конец войны и не имеет отношения вообще к войне. Лично он. Организация имеет, им созданная к военным действиям, и то она была расколота, и там сложная история, где, собственно, бандеровцы, где мельниковцы, где... Никто же в России с этим не разбирается.